Основная проблема правительства Марипова заключалась в том, что они не выдержали темп и ожидания, заданные президентом Джапаровым. Президент Джапаров не хочет вот таких каких-то излишних многодумий, он хочет решительности, темпа и быстроты, он хочет прорывного развития. Только прорывное развитие может нас вытащить из болота, поможет нам наверстать какое-то упущенное время за прошлые годы и каким-то хотя бы сохранить какой-то темп, какую-то динамику по сравнению с нашими хотя бы ближайшими соседями, которые ушли далеко вперед. Я уже даже не говорю про Казахстан. Это все остальные другие государства. Посмотрите, как они развиваются, какие у них темпы роста, какие они делают вложения в свое будущее. За это время, знаете, многое, о чем говорится, мне не хочется критиковать. И вот так получилось, что правительство Марипова, оно потратило слишком много времени на принятие решений. Наверное, это сказывается, конечно, прошлое Улукбека Асамединовича, потому что он пришел со счетной палаты, он знает вот именно с той немножко периода такого, когда правая рука не знала, что делает левая рука, и потом задавала вопросы, и за это там, значит, ну просто было какое-то, мягко скажем, душевная болезнь у нескольких предыдущих правительств, да? И поэтому он как-то, конечно, к сожалению, не оправдал возложенного доверия нашего главы государства и нашего народа.